Дорогие друзья, я очень рад встрече с вами. Вот, на самом деле, не так часто удается такое. Я очень рад, что вы пришли на нашу встречу. Вот, знаете, я все надеялся, что я смогу очно присутствовать, но вот пока не получается. И я также рад, что есть те, кто подключился. Вот, я рад приветствовать уважаемого нашего Санал Гелюнга. Вот, если получается, я стараюсь с ним повстречаться, пообщаться. Вот, и все те остальные, кто смог присоединиться онлайн, вот я вас всех очень рад видеть и признателен, что вы пришли на нашу встречу. Я бы хотел здесь сегодня вам представить свою монографию, которая вышла вот весной текущего года и называется, как здесь указано, «Буддизм и религиозные лидеры Тибета в истории четырех айратов». Вы знаете, тема буддизма у айратов, она обширная, и, безусловно, выходили замечательные работы касаемо этого вопроса ранее. Вот, свой вклад внес я, соответственно, и, безусловно, появятся дальше другие работы. Это зависит в том числе и от того, чтобы были источники. И вот на сегодняшний момент, то есть вот, скажем так, 20-м годам нового нашего века, появились новые источники, были опубликованы, те, которые не опубликованы, по крайней мере, стало известно, что они есть, и отчасти получилось их тоже полистать, ознакомиться с ними. Появилась возможность пообщаться с нашими учеными-ламами. То есть вот вкупе вот эти вот события, процессы, они позволили приступить к написанию текста. Вначале это было защищено как докторская диссертация, потом вышла как монография. Кстати, это уже второе издание вот этой вот монографии. Первое было небольшим тиражом, в двух небольших томиках. А вот в данном случае мы объединили, один том вышел, ну и с небольшими дополнениями, корректировками и так далее. Собственно, позвольте мне теперь начать, так сказать, изложить основные моменты, которые, ну, на мой взгляд, составляют существо вот этой вот монографии. Итак, буддизм у айратов, он это не только история культуры и религии. Это в том числе история наших отдельных, как говорят, этносов, субэтносов. Вот, это раз. Во-вторых, это история взаимодействия с крупными такими государствами и народами, как, допустим, Китай, как, допустим, Россия, народы Центральной Азии. И это не только борьба буддизма с тем же, допустим, шаманизмом, это еще взаимодействие с исламом, христианством. То есть это большой комплекс всякого рода самого разных процессов, событий, лиц, деяний этих людей, как отдельных личностей, так и в масштабах народов и определенных групп. Соответственно, монография затрагивает период, начиная со времени прихода к власти Чоросской династии, то есть это, в общем-то, первая половина 15 века, и вплоть до падения калмыцкого ханства, в результате схода большей части калмыков обратно в сторону Джунгарии, это 1771 год. Но поскольку айраты вышли на историческую арену еще в эпоху Чингисхана, то есть оказались зафиксированы в хрониках в начале 13 века, и в последующем их история, она шла совместно с историей монгольских миграций. Вот. И, конечно же, айраты пребывали в таких вот бурных событиях того периода, то это не могло отразиться на их истории буддизма. Поэтому о буддизме в том числе вот я говорю в отношении того же 13 века. В ходе написания текста стала очевидна необходимость максимального использования карт. И вы знаете, хотя я сам историк по профессии, для меня для второй раз открылась значимость карт
когда я смог добраться, так сказать, до них, это были карты, допустим, в Ленинской библиотеке. Ну и еще удалось получить разрешение использовать карты, которые хранятся в центре карт университета Стэнфорда. Вот. Там очень много карт, включая русскоязычные карты. И я буквально там использовал всего 2 карты. Там их так много, но вот 2 удалось с них, так сказать, с ними ознакомиться. И там столько много информации. На самом деле карты – это еще один источник. Знаете, даже была такая ситуация в Ленинской библиотеке. То есть я вижу карту, которая находится в Стэнфорде. Она русскоязычная карта. И я думаю, ну, где еще может быть? Конечно, в России, я смотрю по интернету, она показана в Ленинке есть. И вот я прихожу в отдел картографии, это находится в доме Пашкова, значит, там вот находится их отдел картографии, и показываю, значит, там, вот мне нужна такая-то карта. Сотрудница берет заявку мою, говорит, ну, знаете, у нас принято, мол, через день приходите. Я говорю, а можно вот мне хотя бы убедиться, что карта эта реально существует? Вот она уходит, и знаете, минут через, ну, пускай 7, наверное, максимум 10, ко мне выходят уже 3 сотрудницы этого отдела, видимо, глянуть, кто же там решил заинтересоваться этой картой, которую, видать, давно никто не спрашивал. И, судя по всему, они разбираются, они действительно специалисты, они стали мне объяснять и показывать то, что принесли с собой. Они говорят, это есть, но только в виде атласа. А атлас это, ну, разрозненные картинки, да? Это не единая одна большая карта. Но я им открываю свой телефон и говорю, вот видите, в общем-то, это же как одна карта. Вот, они тоже подивились, что, оказывается, есть карта. То есть они посчитали, что, сказали, что да, возможно и было, но вот в Ленинке такого нету. В общем-то, это атлас тут немного отличался, конечно, от этой карты. Вот, то есть, ну и, конечно, ознакомившись с этими картами, понимаешь, насколько в них заложена масса информации. И вот в этой карте, которую вы сейчас видите, здесь вы видите, например, наверху, вот, не знаю, мышка видна моя, да, я думаю, должна быть она видна. Вот в левом верхнем углу написано Калмаки Тургуты, вот она написана. В правом нижнем углу написано Калмаки Коконор, вы видите. И вот здесь вот по центру написано Калмаки Элиуты, Рейн, Контайше, Элиутов. Ну, тут кусочек немного уехал за пределы слайда. То есть, грубо говоря, можно сказать, что айраты тогда занимали, ну, не то чтобы сплошную территорию от Кукнора до Волги, но в какой-то момент такой был, когда были определенные народы Центральной Азии подчинены, и в итоге карту-то рисовали европейцы, они-то это исходили в любом случае, максимально собираются собрать информацию. Вот, вот на этом огромном пространстве, так или иначе, можно сказать, процветал буддизм. В каком-то смысле это было повторение той ситуации, которая случилась после походов Александра Македонского, который в Индии посещал буддийских монахов, вот, и после общения с ними он позволил проповедовать учение в своей империи. И хотя очень скоро его империя рассыпалась, те же самые Птолемеи, допустим, или Селевкиды, они разрешили, то есть подтвердили разрешение Александра, что буддийские монахи могут проповедовать на огромной территории. Получается, от Сирии фактически и вплоть до Афганистана. Вот так вот было. То есть вот эта вот карта, она очень-очень показательна. Тут еще есть интересные названия, которые стерлись. Это важное название для понимания региональной истории и региональной географии и исторической географии. То есть какие-то реки отсутствуют уже, какие-то урочища исчезли уже. Но вот карты позволяют нам восстановить. И вот такие вот карты, они на самом деле очень сильно помогли мне. И вот я, в общем-то, действительно горжусь тем, что потратив порядка 8 месяцев, 8 месяцев у меня ушло на то, чтобы разобраться с картами, потому что даже, ну ладно, это сейчас дальше пойду еще, поговорю еще об этом. Ну, монографии, да, затрагивались в том числе вопросы, которые ранее либо мало затрагивались, либо затрагивались с иной точки зрения, ну, либо они просто по той или иной причине оказались вне внимания специалистов. Ну вот для примера, не то что для примера, вот, у меня вот есть такая сутра, она очень интересная. Я имею в виду то, что вот и дан тибетский текст, и дан такая вот построчная калька, можно сказать.
вот на айратском языке. Ну и теперь коротко об основных положениях, которые даны в монографии. Безусловно, буддизм и лидеры Тибета, они оказали самое важное воздействие, влияние на политическую и этническую историю айратов. Собственно говоря, тут указан, конечно, период, который изучается, но он имел место, конечно же, до этого и уж точно после этого. Так или иначе, это, так сказать, было. Потом айраты, они более известны как 4 айрата все-таки. Вот в нашей историографии, я имею в виду даже не только российскую, а, так сказать, всемирную историографию, это не часто просто упоминается. Ну, наверное, по той простой причине, что не было необходимости это акцентировать. Потому что в источниках четко пишутся 4 айрата. 4 айрата. Но вот поскольку данная монография имеет свою специфику, свою точку зрения, свой, так сказать, фон, то вот было очень важно показать, акцентировать 4 айрата, и, соответственно, вот этот момент вошел в название самой книги. Вот интересная фотография, известна как стела Мункахана. Вот указанный период, это даже не период, а год, он указан в самой этой стеле. Стела, вы видите, дана 3 строчки на монгольском, и большая часть дана на китайском языке. Стела строго, так сказать, фиксирована, там указан год, когда это было создано, вот этот указанный год. Стела была сделана по указу Барстога. Барстога, вероятно, это был внук Худохабити, известного нашего айратского лидера, который первый вышел на контакт с монгольскими правителями. Вот, Лучи и с Чингисханом. И вот в стеле написано, собственно, там, чем она важна, вот содержание этой стелы? Тем, что кроме того, что там указано, что стела сделана такой-то год по, не то что по указу, написано вот я Барсток, Айрат, Бала, там написано Бала, то есть Айрат, воздвиг эту стелу вот, ради долголетия Мункехана. Ну, само слово Мунке тут переигрывается, да, это, так сказать, Мунке вечный, вот пусть он живет 10 тысяч лет, ну и так далее, и так далее. И вот этот факт показывает, что у айратов, по крайней мере у их знати, в середине 13 века буддизм был уже представлен, поскольку вот эта китайская часть текста, там есть куски из ряда сутр. Конечно же, сутры, они, так сказать, ну, махаянистские сутры получаются. Нельзя сказать, что это, допустим, тибетского языка, а скорее всего, они с китайского языка. Но то, что написано текст на китайском, это не означает, что делали его китайские, ну, не знаю, мастера, буддийские монахи. Все-таки по отдельным моментам можно большой долей вероятности допустить, что текст делался уйгурскими монахами, в котором положение китайского буддизма, конфуцианства, они отражены в этом тексте китайской части, были очень и очень хорошо знакомы. Вот. Ну, для нас, как я хочу повториться, это важно тем, что вот перед нами доказательство, которое сегодня хранится в музее Чингисхана в Улан-Баторе, что вот эта вот стела, и четко указано имя человека, он показан, называет себя именно айратом, и даны буддийские, так сказать, фразы, ну, слова отдельные. Стела не так часто привлекала к себе внимание, вот по разным причинам, но она известна, она знаменита. И вот я там даже вот ну, один абзац тоже уделил своей работе вот этой вот стеле. Изучая историю айратов, надо также принять следующую вещь. Вот в одном из наших источников, который был опубликован несколько лет назад Владимиром Петровичем Санчировым, вот в этом источнике дается информация, что всего было 3 конфедерации айратов, или, как у нас чаще говорят, 3 союза айратов, то есть союзы. Мы-то выросли на чем? Мы выросли на том, что
было просто вот союз айратов, откуда, ну, и объясняется слово, да, вот это вот айраты, вот, союзники, так сказать. Ну и как бы вот этот вот союз просто в разное время он то расширялся, то сужался, но как бы был один и всегда. Но судя по этому вот источнику, по упомянутому источнику, было три конфедерации. И в этом источнике они четко показаны. Ранняя, средняя и поздняя конфедерация. Э, Время там более или менее четко указано, даже не время указано, но мысль изложена четко, что ее можно связать с третьей конфедерацией хронологически. Вот дата ее здесь указана. Первую и вторую, они же ранняя и средняя, значит, специалисты выводят, исходя из того, какой был тогда состав и к какому периоду истории айратов это можно соотнести. Вот. В целом, то, что здесь годы указаны, они, я их указал в соответствии с теми подходами, которые есть у специалистов в Монголии, в Китае. Вот. Поскольку текст дан четкий, понятный, и его можно привязать. Но только вот моменты есть по первой конфедерации, соответственно, когда она началась, когда закончилась, и, можно сказать, по второй конфедерации, начало конфедерации. Ну, это отдельный вопрос по темам, по времени, вернее. Если возможность будет, мы еще к этому вернемся. Итак, при каждой конфедерации буддизм сыграл определенную роль. Вот. При ранней конфедерации, при второй вот тут указано, и при третьей. Еще какой момент я хотел бы здесь выделить, это то, что ведь на айратов влияние оказал не только тибетский буддизм. Вот по выше данной на выше данном слайде была дана стела, вот, и явно его писали уйгурские монахи. То есть получается, что айраты были знакомы в начале с уйгурским буддизмом. Где-то проходит информация, что они были знакомы и с китайским буддизмом. Ну, что значит знакомы? То есть, что среди них проповедовали вот эти вот монахи. Но китайские, я думаю, маловероятно, по крайней мере, неизвестны такие источники, ну и такие крупные работы серьезные, чтобы там это доказывалось и обосновывалось. Уйгурские, да, об этом говорили еще, можно сказать, 19 века, с начала 20 века, что академик Владимирцев об этом писал. Нам нужна конкретика. То есть, видимо, это тоже та часть, которая должна быть изучена. Но, тем не менее, безусловно, мы говорим местами в тексте, речь идет о том, что буддизм в целом, и подразумевая, что вот в эта часть, скорее всего, буддизм был вряд ли тибетский. А если и тибетский, то, безусловно, это не обязательно Гелук, поскольку Гелук появился достаточно поздно, а буддизм был, например, направление Камью еще, ну, еще более ранний. С религиозной историей айратов тесно связана привязка к ним такого этнонима, как калмык или калмак изначально. Тема интересная, очень интересная. Вот, я ею тоже занимаюсь вот сейчас, специально этим вопросом. Определенно можно сейчас сказать следующее, что это слово изначально уйгурское, вот, оно означало тех, кто остался, и тут уже можно, это, знаете, такое универсальное слово, остался, оставшийся, он может выступать и как существительное, и как причастие, и это уже можно отнести к чему угодно. Люди остались на своем стойбище, люди остались при своем мнении. Вот. Они остались, так сказать, в каком-то определенной местности. То есть слово было универсальное. И вот в данном случае, видимо, случилось так, что когда ислам подошел вот к этой части Азии, а именно это Семиречье, вот Балхаш и регион восточнее его, то там жили народы, в основном это были уйгуры. А уйгуры к тому времени были такие крепкие буддисты. Они не восприняли ислам, и за этими людьми
осталось слово калмак, поскольку слово изначально это уйгурское получается, и там жили в основном уйгуры, и им стали определять тех, кто не принял ислам, то есть остался при своем воззрении, да, как сейчас сказали бы, решили сохранить свою идентичность. Вот. Хотя впервые в источниках вот именно в таком значении калмаки в контексте религии, оно, видимо, относится к периоду известного узбек-хана, вот, который проводил исламизацию Золотой Орды, вот это 14 век. Вот. Возможно, это связано, то есть есть косвенное доказательство, что уже этот регион, люди, которые там жили, называются как калмаки, ранее, буквально лет за 30, это период Туглук-Тимура, первого правителя Моголистана, 1340-е, 50-е годы. То есть можно сказать, что Калмак – это был регион, где жили калмаки, и когда айраты из Восьмиречья прибыли туда, со стороны Енисея, заселили его, то их стали тоже звать калмаками. Вот. Ну вот, да, в монографии вот эта идея, она представлена и по-своему с определенной такой доказательственной базой. Вот карта эта, она позволяет, показывает, что действительно Калмак изначально это было топонимом, это было название местности. Вот в правом верхнем углу вы видите слово Калмак написано, тогда как ниже, вот в левом углу, внизу, несколько ближе к центру, написано дважды Калмаки Тартар, Тартари. Вот. То есть айраты, уже тут названы как калмуки, да, здесь они показаны именно как этнос. А вот вверху, то, что в Калмак написано, это все-таки топоним, внизу этноним. То есть таким образом мы видим, что действительно был регион Калмак. Кстати, тут дана четкая привязка этого региона. Она у меня сейчас несколько находится за пределами, то есть она у меня закрыта вот нашим видеоэкраном, но там находятся города, по-моему, там Турфан указан, Аксу указан. Это все города, которые находятся южнее Тяньшаня. Калмак, соответственно, севернее Тяньшаня, именно там, где Джунгария находится. Тоже интересная карта. Вот вы видите тут, хотя, конечно, несколько смещены и координаты, несколько смещены и географическая привязка, но вот в отношении, по крайней мере, наших вопросов, вот, где Калмак может быть, где калмыки могут быть, в целом тут противоречий больших таких вот нет. Следующий момент посвящен трагичной одной истории, которая у нас выпадает из внимания специалистов. Это гибель элетов, очень мощных элетов, которые явились основой для образования первой конфедерации айратов. Вот. Их исход в Моголистан, вот еще, если не ошибаюсь, у Баши-Тюменя написано, что они ушли в Персию, как бы, к Кызылбашам. И это трактуется специалистами как исход в Персию. Вот. Ну, вопрос же можно поставить тоже достаточно так конкретно, да? Где Джунгария, где Персия? Чтобы дойти до Персии, это еще только идти тут, тут попозже с Волги до Джунгарии третья еле дошла. А тут из Джунгарии до Персии, да еще в те времена. То есть, на самом деле, было маловероятно, что Кызылбаши, под Кызылбашами подразумевалась Персия. И, вы знаете, действительно, после изучения ряда источников стало ясно, что Кызылбаши это вовсе не Персия имелось в виду, а это тот самый Моголистан, то есть южная часть нынешнего Синьцзян-Уйгурского региона Китая. Иначе говоря, южная часть Джунгарии в эпоху ее расцвета. Это те же самые оазисы Турфан, Кашгар, значит, Карашар, Хатан, Хами. Вот это раньше именовалось, в одно время именовалось Кызылбаши.
И с ним ушел, к ним ушли внуки Эсена, которые выросли мусульманами. Поскольку их вырастила так невестка Эсена, супруга его старшего сына. Вот, старший сын, ну, сложно сказать, почему так случилось. В итоге интересы столкнулись, поскольку Амасанджи, вот это он указан, он все-таки был таким вот буддистом, очень таким верующим, крепким. Его дети под влиянием матери выросли мусульманами, и они увели большую часть элетов туда, в Афганистан, где они погибли. И вот их гибель, вот указанный период времени, 1485 по 1504 год, это случилось, пока жил был Ахмад хан. Это событие завершает первое существование Первой конфедерации. И примерно тогда же начинает формироваться Вторая конфедерация. С чем она была связана? Какие события сподвигли? Скорее всего, она появилась около 1570 года. Или даже 1500, по-моему, 40 год, если не ошибаюсь. Этот год указан был Сухбатором. То ли Сухбатором, то ли Ценгалом, исследователи из Монголии и Китая. Вот они тоже наши айратские ученые. Ну, честно сказать, я так сложно сейчас не могу сказать, что-то не могу вспомнить точно. Так вот, эта конфедерация существовала недолго на самом деле. Недолго, поскольку 590-х годов начинается мощное давление на айратов. Даже не 590-е, давление пошло еще раньше. В 1578 году, когда Алтан-хан встретился с будущим Далай-ламой, ну, которому он дал имя Далай-лама, это 3 глава школы Гилук, недалеко от озера Кукунов, он-то туда прошел, разбив айратов. То есть получается, что уже тогда айраты стали терпеть поражение, давление, и они уходили с восточной части будущей Джунгарии. Вот. Куда могли уходить? Им оставалось уходить только в Южную Сибирь. Вот. Ну, это отдельная тема, вот сейчас там дальше тоже она будет показана. Вот. Есть такая карта, я ее где-то взял в интернете, но она не более чем кусок от более древней карты, тоже, вероятно, середины 17 века или второй половины 17 века. Вот ориентация стандартная для того времени. Север находится наверху, юг находится внизу. Вот. Волга показана, продвижение Калмыцкой Орды показано. Ну и, соответственно, Орда нагатов, которая все уходила под давлением, уходила в сторону Кавказа. Вот тоже еще одна карта. Я вот сейчас сходу сказать не могу. Ну вот, я хочу сказать, сколько сказать не могу. Она, видимо, тоже взята вот из карт Стэнфорда. Вот написано, да, это Калмаки написано, и здесь что-то есть где-то Кукунор указан. Вот, то есть, ну, вот написано Тангут, допустим, Тангут, да, это показано, регион Амдо показан. То есть, айраты, они стали закрепляться буквально вот в двух местностях. Первое – это район нынешнего Амдо, ну, не так широко могут, но недалеко от озера Кукунор. И следующая большая группа, значительно более мощная группа, это, безусловно, была Южная Сибирь. Так, это карта Джунгарии Рената. Вот такую карту удалось нарисовать. Значит, на основе карты Рената, вот выше показана была, и на основе работы Волобуева, которая посвящена карте Рената. Здесь указано, что, во-первых, даны четкие границы, ну, опять-таки, согласно карте Рената и источникам, да, территории Джунгарского ханства. Вот знаете, как ни странно, в работах по Джунгарии, по айратам в целом, ну, не показывалась карта, не рассчитывалась карта. Вот. Здесь вот я постарался провести границы, как я уже сказал, ориентируясь на работу Волобуева, на работу Рената. Ну, немного верхняя часть не влезла, северная часть. Значит, и кроме того, что тут показано? Ну, во-первых, показано движение элетов, вот как они уходили в Кызылбаши и где они, скорее всего, погибли.
Это все прослеживается на основании источников, в первую очередь, и, как правило, мусульманских источников, вернее, тюркских и мусульманских. Вот, они перешли через перевал Музарт. Собственно, тут два места только есть, где можно перейти. Это Музарт и восточнее Хами. Вот, они перешли через Музарт и дальше ушли в сторону Турфана, где, скорее всего, они окончательно погибли. Ну, по крайней мере, практически все. И второй момент – это движение хушутов. Движение хушутов в сторону Кукунора, куда они двинулись, начиная с осени 1636 года. Вот. Тоже тема не вполне изученная была в историографии, калмыцкой, российской, да и мировой тоже. Как-то ну, общая давалась информация, что они двинулись, значит, откуда-то от Джунгари, даже так писали, да и пишут до сих пор, откуда-то Джунгари, а Джунгари тогда еще и не было. И, значит, в Кукунор. Вот, пришлось поднять документы, работу по географии, потому что, как я уже говорил, ряд местностей исчез, ряд рек исчез, особенно это характерно для сибирской части, вот ниже будет другая карта еще. Вот, и нужно было еще понять, откуда они двинулись, соответственно, понять, как же они все-таки шли, шли ли они через Тяньшан или не шли. Но поскольку есть тибетский источник, вот, в первую очередь, кстати сказать, для нас ориентир – это тибетский источник. По ним можно понять, русский, во-первых, дает основание определить их локализацию, где шел сбор войска, и тибетский позволяет проследить уже маршрут, сам маршрут, буквально вплоть до Кукунора. Вот, собственно говоря, объединив русские архивные документы, тибетские источники, теперь я, кстати, вот, например, работаю с тюрко-мусульманскими источниками, уже появляется более или менее определенная картина. Вот, да, хушуты, вернее, там были, конечно, не только хушуты, но костяк войск составили хушуты. Вот эти вот айраты прошли через, значит, к Музарту, перевалу Музарт. Ну, тут, конечно, условно нарисована вот верхняя часть, но вот нижняя, можно сказать, точно нарисована, вот, согласно детской работе Сумбахамбу по Кукунору. Там четко показаны реки, территории, через что шло хушутское войско. Ну, собственно говоря, Вушихан, вот он указан, вот, да, и пятый Далай-лама. Люди, которые сыграли решающую роль в том, чтобы школа Дилук стала преобладать в Тибете. Ну и, можно сказать, до сих пор так оно и существует. Можно даже так сказать, что Далай-лама, тогда возведенный на пост светского и религиозного правителя Тибета, это 1642 год, если не ошибаюсь, апрель месяц, вот, он оставался таковым до 2011 года, по-моему, это был 2011 год, когда прошли первые выборы, вот, и когда Далай-лама объявил, что он, значит, уже более не является светским лидером Тибета. Вот, буквально, можно сказать, история творится на наших глазах. И вот, вот вам первые лица, которые первые начали вот этот процесс тесного взаимодействия айратов и тибетских лам, в частности Далай-ламы. Вот такая книга, книги «Черная иллюстрата» Афанасия Кирхера, она вышла в 1661 году. Вот, показано, как люди, то есть тибетцы, например, как они поклоняются Абхазии двум статуям. Тогда пятый Далай-лама еще был живой. Ну, а Вушихан в 1654 году, кажется, он скончался. Вот. Ну и определенное внимание, безусловно, уделяется законам. Вот в книге рассматриваются законы, ну, это классика 1640 года. Также были приняты, то есть у Айрата были законы еще Вушихана, принятые чуть позже. Значит, законы кукунорских хушутов, принятые еще чуть позже, но все в пределах этого века. Потом законы Галдана, тоже принятые в пределах этого века. И в конце рассматриваются еще законы Даши, которые были приняты у калмыков. Вот Кукуновский чулган.
основное уложение Кукунорского чулгана 1685 года. Вот буквально через 45 лет, после того, как были приняты вот этот основной их ЦАЗы был принят, вот был принят вот этот новый закон, этот текст был хорошо изучен айратским ученым Пушутом Ценгелом. Вот, в общем, очень интересная работа. Я имею в виду и работа как таковая, и сам документ тоже. Вот, карта. Знаете, я на самом деле надеялся, что не придется мне делать карту, что я, может быть, все-таки либо ссылаться буду на какую-то карту, либо могу ее, ну, переиздать, да, у себя, сославшись, откуда я взял эту карту. Но, к сожалению, даже вот та карта, которая была издана в документах по монгольским народам, в смысле по айратам, даже та карта, кстати сказать, Гладкина, она содержала не всю картину движения айрата в Южной Сибири. Вот, пришлось поэтому поработать с архивными документами, с опубликованными архивными документами, чтобы, ну, естественно, как я уже говорю, да, географическими работами, чтобы восстановить, где что находилось раньше, и по годам проследить, где те или иные айраты находились. Соответственно, тут показано движение дербетов, тургутов, хутов, пушутов, элетов. Элеты, будущие, они же будущие джунгары. Вот в пределах, здесь указаны перемещение айратов до движения тургутов в сторону Волги, куда они выйдут в районе 1632 года. Вот как это указано, например, в работе Колесника Владимира Ивановича. Вот, тот период для меня уже несколько сторонний, то есть я все-таки акцентировал именно вот этих вот айратов, в первую очередь, джунгаров и хушутов, и тех, кто оставался, например, дервидов, да. Вот. И для меня было интересно понять, какого были маршруты айратов до их перемещения в сторону Кукунора и образования там Хушутского ханства, и до их перемещения в сторону Джунгарии и образования там в будущем Джунгарского ханства. Вот такая вот интересная картина вырисовывается. Здесь еще подключены данные, взятые из китайского источника. Вот там тоже показано, вот иероглифами показано, где были айратские гарнизоны. Вот, показано давление, которое на них оказывалось со стороны казахов, например, монголов. Вот. Ну и показана та самая известная битва, значит, песня, как вы знаете, да, поражение Шилой Баши Ахунтайджи. Вот. То есть вот эта карта, она позволяет действительно сориентироваться на местности. И, что значит немаловажно еще, это понять, какое место занимал регион Алтай в истории айратов. Вот. Здесь, хотя Алтай и показан, но, собственно, источники именно по айратам на Алтае я не привлекал. Их на самом деле не сказать, что много, но они косвенных очень много. Обратите внимание, да, оно и видно, даже по этим условным линиям, даже, что айраты, пребывая, скажем так, по все стороны Алтая, что называется, они никак не могли обойти ее стороной. Кстати сказать, и это справедливо в отношении того времени, в том числе, когда они продвигались из Восьмиречья в сторону калмаков, в сторону Джунгарии будущее. То есть это середина 13 века. То есть так или иначе Алтай оказался регионом, через который шли айраты, пребывали там, еще начиная с середины, со второй половины 13 века. Еще один пункт, который обсуждается в работе, это титулатура. Какие титулы получали, значит, айратские правители от Далай-ламы. Все калмыцкие правители, кто был ханом, они обладали титулами от Далай-ламы. Не все получили этот титул, но, скажем так, все были, либо имели его, либо жили в ожидании его получения. Ну, тут вот указано по датам, по годам, что и как происходило. Вот. У каждого хана был свой отдельный титул. Ну,
Вторжение джунгаров в Тибет в 1717 году для истории тибетологии, для истории кочевников, для истории Центральной Азии. Это вообще такая, знаете, красивая, я бы сказал, тема такая. Вот здесь сплелось все. И этнические моменты, и религиозные, и политические. Тут и джунгары, тут и китайцы, и тибетцы, и хошуты, и казахи. Буквально вот все переплелось вот в этом регионе, когда 3 года джунгары контролировали центральную часть Тибета, ну, Лхаса и так или иначе какие-то регионы под тем или иным влиянием их находились. Вот тоже удалось привлечь редкий источник, маньчжурский источник в переводе на немецкий язык. Чем еще интересна эта тема? Тем, что тогда не было ясности, кто же возглавляет школу. Формально это мы знаем, да, Ганден Трипа, но, так сказать, неформально это либо Далай-лама, либо Панчен лама. Вот. Тоже, знаете, вот это вот отдельная, очень специфичная история в тибетском буддизме, в частности, в школе Гелук. Вот люди, которые тогда оказались вовлечены вот в эти события, это Дэсэ Цангye Гетцо, легендарный Цангye Гетцо, приближенный 5-го Далай-ламы, который пытался засечь 6-го Далай-ламу, вот, который имел очень сложные отношения с джунгарами. Казан, Ялпо, так сказать, тибетский правитель, хошутский правитель, правнук Чингисхана, то есть не Чингисхана, а Вышихана. И Хуан Рабдан, правитель Джунгарии. Вот троица, которая творила историю, начиная с 1710-х годов, ну и где-то вот получается по 1700, ну, можно сказать, 24-й, можно даже отнести это, можно отнести, то есть по 20-е годы 18 века, это помню до сих пор, буквально простые люди в том числе, в Тибете я имею в виду. Вот такая еще одна интересная карта. Она, по-моему, здесь не дана в моей данной монографии. Она дана в предыдущей монографии. Это примерно то, о чем я пытался сказать, показываю вам другую карту, англоязычную карту. Да? Вот. Территория покрашена в зеленый цвет. Тут вот идет надпись, на которой написано Джунгария. Джунгар, Джунгари, в общем, Джунгоре написано. Джунгоры. Это территория, безусловно, Джунгари как таковой. И даже тут показаны личные еще территории. Но европейские авторы постарались показать, что в какие-то моменты вот эти айраты контролировали так или иначе огромную территорию. Вот вы видите. Ну, скорее всего, конечно, это было не так, но очевидно их потрясение, да, европейских специалистов, ученых, когда они, вот по сути, смотрите, внизу моголы написано, могольская династия, известна могольская династия, да, потом, как, так сказать, центральноазиатских правителей тимуридов. И вот то, что делали западные монголы. Калмыцкое ханство, да, это тоже отдельная часть монографии. Вот. Я акцентировал тоже те моменты, которые были слабо изучены специалистами. В частности, это посольство Арабжура, которое отправил Аюка, которого никто потом не дождался, этого посольства. Вот. Там были тоже свои ситуации, и они описаны хорошо в источниках, включая русскоязычные источники. Вообще, надо сказать, кстати, в русскоязычных источниках содержится немало того, что очень хорошо соприкасается с тибетскими источниками, с китайскими источниками. Вот. Иногда просто поражаешься, насколько русские летописцы, скажем так, писцы, насколько они дотошно, по-своему подробно описывали те или иные события, и как это сходится с тем, насколько хорошо, дотошно тибетцы или китайцы писали об этих событиях. Вот в связи с отсутствием, собственно, аэраций источников, ну, по понятным причинам, да, у нас многие источники пропали. Но вот сторонние,
они позволяют проследить историю нашего народа, вот, в частности, центральноазиатского периода, ну и в том числе и калмыцкого ханства, в том числе отдельные моменты, вот как страница с историей Арабжура. Так, ну это, я думаю, можно пропустить. Значит, в чем пошел кризис ханств, айратских ханств? Почему они стали гибнуть один за другим? Вначале Пушутская, еще в 1720-х годах, затем Джунгария в 1750-х годах, и буквально лет через 15 Калмыцкое ханство. То есть, по большому счету, они исчезли в течение 50 лет. Конечно, есть масса причин, каждая по-своему важна. Это политические, экономические, этнические, там, социальные, международные. Но, среди прочего, хотелось бы выделить, безусловно, религиозные и момент, вот как тут указано, коммуникации. Коммуникации, которые вначале были между этими ханствами, но потом стали по разным причинам лохнуть, вот, стали стопориться, в том числе при активном участии сил, которые были заинтересованы в разладе среди айратов. Ну, вот как тут указано, что, например, взять тех же самых джунгаров и калмыков, да, джунгары это в своей политике, они выделяли именно айратскость, айратское начало, калмыки во взаимодействии выделяли все-таки религиозное. То есть, если калмыки, калмыцкие посольства, паломники, если они шли туда на восток, их вело туда в первую очередь и во многом только религиозное начало. А вот когда джунгары, стали ли они посольства к тем же, допустим, к монголам, или к тем же калмыкам, или к пашутам, они определяли именно этническое начало, акцентировали айратское начало. Соответственно, вот эти вот моменты позволили маньчжурским правителям сыграть в своих интересах. Например, мне удалось найти документ, который, как ни странно, не привлекал внимания ученых. Там использовали русские переписчики, переведя письмо маньчжуров, оставили без перевода слово «тамкар». Видать, они не понимают, что это такое, ну и добросовестно записали слово, что тамкары – это Галдан Церен, это Циван Рабдан до того был, то есть вот те, кто во главе Джунгарии. Меня это слово заинтересовало, вот, и я проводил консультации, книга указана, с кем я говорил. Все-таки это был тонкий ход дипломатии маньчжуров. Томкары те, кто, так сказать, ушел в белое, обратился в белое. Вот. В данном случае подразумевалось, скорее всего, уход в ислам. Что, мол, джунгарские лидеры, они ушли в ислам, поэтому они захватили Лхасу, поэтому захватили Паталу, поэтому убили Лхавзана, значит, хошутского правителя Тибета, ну и так далее, и так далее. И это тоже отразилось в русскоязычных источниках, где обвинения маньчжуров добросовестно переписывались и потом предъявлялись калмыцким правителям. Вот, мол, смотрите, что там творится. Очень интересный момент, очень интересное слово, искусственно сконструированное слово. И какой у него был большой эффект этого слова. Царское правительство, безусловно, оно добивалось ограничения связи с Тибетом. Вот, в частности, уже Елизавета Петровна вручила Дандук Дашева такой стандарт, что все это утверждается во власти от имени русского правительства, не от имени Далай-ламы. Вот. Хотя один момент еще оставался. Так или иначе, более или менее он продолжал признаваться всеми, то есть и калмыками, и русским правительством. Это, значит, первое лицо калмыцкой санки, лама, да, вот, более известный как Шанчаджин лама позже. Все-таки он продолжал, эта институция, этот человек продолжал по умолчанию считаться тем, кто как бы назначается Далай-ламой. Вот. По большому счету это продолжается до сих пор. Да, и, безусловно, знаете, в чем еще была сила финской дипломатии?
том, что они, ну, они-то в отличие от царского правительства, они знали, что такое буддизм, они что такое знали, что такое система инкарнации. И, безусловно, они тесно взаимодействовали с теми духовными лидерами тибетского буддизма, ну, в данном случае тибетского буддизма, в том числе, конечно, и монгольского буддизма, которые были на их стороне. То есть они выступали за крепкую, сильную Цинскую империю. Вообще история Цинской империи, я имею в виду не история как таковая, а вот что это цины, что это маньчжуры. Это огромная, большая, бесконечная тема. Вот. Даже слово маньчжуры ведь удалось повернуть цинским политикам, дипломатам, ученым в ту сторону, что Маньчжурия это связано со словом маньчжушри, что очень буддийский такой народ. Вот, что император это не просто имеет мандат неба, согласно конфуцианской теории, но он еще и поддержан со стороны известных тибетских лидеров. Ну и так далее, и так далее. Соответственно, неудивительно, что и среди калмыцкого духовенства были те, кто выступал за сильную, мощную Цинскую империю. Вот. Где они полагали, что можно быть практически независимым. В первую очередь духовная сфера. Конечно, их интересовала в первую очередь духовная сфера. Вот. Но в том числе была надежда и на политическую независимость, на что понадеялся хан Убаши, когда он в 771 году, считайте, 250 с небольшим лет назад, решил уйти обратно в Джунгарию, именно полагаясь вот на такую надежду. Иметь свободу действий, в том числе и в религии, в том числе и в политике. Ну, этот вопрос тоже затронут, но тут вот я хотел бы вам показать, так это как в Джунгарии. Вот такой памятник есть, если не ошибаюсь, он где-то в районе, кажется, ну, не помню. Почему-то кто-то мне говорил, что это у Баянгола снято, но я думаю, это не у Баянгола, это все-таки в северной части Синьцзяня. Но главное не это, а то, что есть такой памятник, это 19 воплощение известного калмыцкого лама Анджатана. У нас даже есть Алдашан Анджатан Кюре. Вот люди, старики еще помнят это место. Как-то даже я там был в 90-х годах оказался в том месте. Лама, который, вероятно, чье воплощение сыграло свою роль в исходе в Джунгаре в 771 году. Вот, по крайней мере, согласно китайским источникам, так оно и есть. Там все это написано, и описано, что Лама Анджатан был одним из тех, кто, так сказать, решил организовать людей, уйти обратно на восток. Вот. Сейчас сложно сказать, насколько это было, насколько это 19-я инкарнация и так далее, и так далее. Но это тоже страница нашей истории. Вот Сайское гнездо на постаменте, да, вот эта надпись, она там идет на Тудо идет и на китайском. Вот его, так сказать, краткая биография и коротко об его предыдущих воплощениях. Здесь информация дана, и в свое время вот, у меня выходила статья по текстам, которые здесь даны. Вот, так что это тоже очень интересно, и это тоже очень важно знать. Вот, собственно говоря, вот таковы отдельные моменты, которые изложены в монографии. Вот, я буду вам признателен, если вы зададите какие-то вопросы, в том числе и те, которые, так сказать, зададут новые какие-то векторы, заинтересоваться теми страницами, которые сейчас, вероятно, мало известны. Спасибо. Спасибо большое за вступление, да, за краткую лекцию. Вы нас слышите? Да, конечно. Давайте включим свет, чтобы видно было, кто задает вопрос. Мы специально затемнили, чтобы лучше презентацию было видно. Так, презентацию тогда убираю, да? Ну, можете оставить. Ну, я имею в виду, что если экран нужен, а так вот только это висит и все. Хорошо? Так, я ничего не слышу.
Я ничего не слышу. Там, может, выключила что-то? У них связь, видимо. Вот, теперь я что-то услышал. Да, это кто говорит? Я не понял. Это я. А, это Этот. персонал. Они отключились от конференции. Э, Ну, У поскольку, них связь прервалась, скорее всего. да, ну, я думаю, что на самом деле то, что я говорю, это все шло без перерыва. Почему-то сейчас, видать, отключилось. Мгм. Ну, пока подключается, хотел спросить вас, Вячеслав, как ваши дела, как ваши успехи, как экзамены? У меня нормально. Еще год Ага. остался. Ага. Ну, время летит, время летит. Вот. Ну да. Очень ждем, когда вы приедете. Вот. Это мы все ждем, мы все в ожидании. И очень надеемся, что... Так, сейчас мне что-то тут пришло. Так, сейчас глянем, что тут написано. Переподключаемся. А Да, можно вопрос? да, конечно. Вот у вас здесь в презентации было, это про Нигму школу было написано, да? А что там было написано, не помню. Это поход джунгаров, да, когда был в Тибет. А, да, 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 верно. А там было написано, что борьба с еретиками, да, получается? Да, да, с еретиками, да. А это какие источники вы использовали? Сейчас. Дело в том, что я ссылался на работу, во-первых, Эриса, который как раз-таки и посчитал, что речь идет про э, манихейство, вот, белые шапки, потому что джунгары выступили против белых шапок. Вот. Эрис посчитал, что здесь почему-то, мол, речь идет про манихейство. Э, да, Это действительно, да, европейский то есть, автор, да? да, Майкл Эрис, на самом деле он, хоть и европеец, он немало времени прожил в Индии и, по-моему, даже скончался в Индии. Вот. То есть он Мгм. хорошо знал, вот, как бы сказать, источники он хорошо знал. Это не было его специальной темой, он не специалист по таким точечным вещам, ну, я имею в виду по таким довольно узким вопросам. Все-таки в истории Тибета это хоть и интересно, но небольшой временной период занимает. И вот Эрис пишет про то, что имеется в виду, э, имеется в виду, сейчас, минуту я гляну, потому что вот э, про манифест уже писал я, как раз таки. Но в том контексте, что белые шапки это не только мусульмане, допустим, но это и, во-первых, манихи это раз, и во-вторых, белые шапки это в целом те, кто идет учение, движется согласно учению, которое противоречит основному учению. Вот. То есть любой еретик для них почитался как белая шапка. Но поскольку они-то были, в общем-то, гелукпинцы, то те, кто пошел по пути не гелук, но при этом заявляя, что это гелук, они джунгарами понимались как белошапочники. Вот. В данном случае имелось в виду нигма. Вот. А, а как они, Нигма, белые шапки, как связано? Это просто общее такое образное название, да? Это образное название, да, действительно, потому что речь шла не столько о нигма, сколько о том, что под, э, под игрой за чистоту учения, в данном случае джунхавы, на самом деле, как считали джунгары, продвигается идея нимгапинцев. Вот, то есть они как бы загрязняли, они говорили джунгары, загрязняли учение Гелук, учение Джунхавы.
И поэтому те, кто это делал, именно этих людей, этих творцов таких вот деяний, и называли белошапочниками. Просто мне почему это интересно, вот это вот я читал, единственный мой источник, который я как бы информацию знаю про этот период, это Шакаппа, вот Да, политическая история Тибета. Вот, он описывает вот эту операцию джунгаров, да, получается, это брат Саван Равдана, да, Дондур Церин, да, двоюродный брат, да. Дондур Церин. Он его отправил с отрядом, 7 тысяч всадников у него было, но это у Шакапа, 7 тысяч всадников отправил в Тибет. А главная причина, ну, официально была, как сказать, объявлено, что они идут защищать Далай-ламу, Тибет. Да. Далай-ламу Цаян Гяцо, то есть которого признал предыдущий регент, да, ну, то есть Дэси Сангей Гяцо, то есть регент после пятого Далай-ламы. Вот, и чтобы защитить Цаян Гяцо, ну, к ним обратились, естественно, тибетцы за помощью, потому что там какая предыстория была, когда пятый Далай-лама умер, Дэси Сангей Гяцо 15 лет скрывал факт его смерти от всех, потому что Патала строилась в этот момент, и пока стройка не закончилась, он этот факт скрывал, потому что боялся, что, как сказать, финансирование постройки резиденции, да, вот Паталы прекратится, потому что в основном это монголы финансировали, да, монгольские народы, ну, последователи Далай-ламы, которые уважали Далай-ламу. Вот, поэтому из таких опасений он 15 лет скрывал этот факт, и потом в конце, через 15 лет, то есть он тайно нашел новое перевоплощение шестого Далай-ламу, да, Цаян Гяцо, начали даже обучение его, ну, как бы он начал свое обучение уже в этот период, хотя никто не знал, кроме посвященных лиц отдельно, да, что это Далай-лама. Вот, и когда через 15 лет это он, как сказать, объявил, то, что вот 15 лет назад на самом деле его 405-й Далай-лама умер, вот, и он это скрывал, многим это не понравилось. И у него была определенная оппозиция среди тибетцев, которым он сам по себе не нравился. И когда он объявил, что следующий Далай-лама Цаян Гяцо, который к тому моменту уже не хотел быть монахом, по-моему, он уже сдал обеты, не хотел никаким правителем быть Тибета, в общем, просто хотел быть обычным парнем, да, вот. И оппозиция этим воспользовалась и сказала, что как может настоящий Далай-лама не хотеть быть, ну, не хотеть помогать народу Тибета, не хотеть быть правителем, не помогать живым существам и так далее. И нашли другого кандидата и объявили вот, что вот настоящий Далай-лама, там как его Нурбу звали, монах, тоже примерно такого возраста. И их поддержал Хасан хан, это внук Гушихана, получается, да, который в то время находился в Тибете, он там и родился, в принципе, в Хасе. Ну, естественно, у него была военная сила, ему подчинялись остатки той армии Гушихана, которая осталась в Тибете. Вот, поэтому, естественно, фактически в тот момент он просто сверг Сангей Гяцо, они казнили, а Цаян Гяцо, то есть шестого Далай-ламу, они отправили в ссылку в Кукунор. И по дороге он скончался, шестой Далай-лама. Вот. И вот эти события вызвали большое недовольство среди тибетцев, которые верили, что Цаян Гяцо это настоящий Далай-лама. Поэтому они обратились уже к джунгарам за помощью, чтобы от произвола Хасан хана их спасли. И вот отправляется 7-тысячный отряд джунгаров в Тибет. Вот. Потом происходит военная стычка между Хасан ханом, ну и там часть еще его армии из тибетцев состояла тоже. Под Хацей они дали бой им, ну, так как джунгары закаленные в боях были, там опытные очень воины были, они, хотя их превосходили по, как сказать, в количестве, да, противники, но они их разгромили, Хасан хана казнили в итоге. Вот, и вот они 3 года правили в Тибете в то время, джунгары, то есть Цирин-Дунджук. Вот, Дунджук Цирин, да? И вот в течение этих 3 лет они там, ну, как на завоеванной территории себя вели, в общем, как обычно. Вот, и они в этот момент разрушили 2 крупных немапинских монастыря за это время и казнили 4 очень высоких немапинских лам. Там даже имена их перечисляются. Вот, но не объясняется, почему. Было написано, что джунгарам не нравились немапинцы. И все, а почему вот это не указывается у Шакапы. Вот. Ну вот, А то, что причина похода в Тибет была, это именно защита Далам. Ну, официально, по крайней мере, они так позиционировали, как бы, да, свою причину. да, ну вот маньчжурский документ, он все-таки позволяет предположить немного иную логику развития событий.
что, во-первых, гелукпинцы, во-первых, передали вот эту идею, объяснили Циван Рабдану, почему надо идти в Тибет, то есть именно поддержать учение, которое ввиду смерти шестого Далай-ламы оно оказалось в опасности. Это раз. Во-вторых, действительно, туда отправилось порядка 6 тысяч, ну где-то 6, где-то 7 пишут, вот, воинов. И перед ними была поставлена задача найти изначально общий язык с Халавзаном. Но с Халавзаном не получилось договориться, так сказать, помириться. И он же ведь тоже был обвинен в том, это опять-таки согласно маньчжурскому документу, обвинен в том, что он все-таки за учение Нигма. И тут действительно проблема заключалась в следующее. Ведь шестой Далай-лама Цанян Гетцо, ведь он был из семьи Нигма. Вот, по крайней мере, семьи, которая тесно связана с семьей Нигма. И если еще иметь в виду тот момент, что пятый Далай-лама, он выступал за широкое представительство разных тибетских направлений, включая и школу Нигма, то тут как раз-таки фигура Далай-ламы, как таковая фигура Далай-ламы, она оказалась в несколько таком вот противоречивом положении. И, вероятно, поэтому, опять-таки, согласно этому маньчжурскому документу, Циван Рабдан, он, можно сказать, заколебался, тоже должен быть во главе школы. Далай-лама, либо Панчен-лама. Ну, То, что Панчалама тогда, касается... в тот момент Вот, он уже был взрослым, да, а Далай-лама, ну, Цангесу после смерти его, как бы, по сути, Далай-лама в тот момент уже седьмого еще не нашли, как бы шестой умер, да, уже. да, но был второй шестой Далай-лама. Ну да, Вот. да. Формально-то он существовал, в общем-то, получается. Да, и была непонятна эта ситуация, и она еще более четко, именно вот этот момент, прослеживается, когда в Калмыкии, значит, калмыцкий Церен Дондук, Церен Дондук общался с цинскими послами, и у них он задал вопрос им, а тоже в итоге Далай-лама-то там? Вот, на что послы сказали, да, значит, там сидит Далай-лама, то есть вопрос решенный. То есть настолько для айратов была эта фигура принципиальная, и настолько они оказались в замешательстве. Что же там такое происходит? А там была просто политическая игра, которая развязали круги, так или иначе преследующие свои интересы, тот же самый известный Дипа, допустим, Десрит получается. Вот. Поэтому и маньчжуры в некотором замешательстве оказались. То есть буквально все, и айраты, и маньчжуры, они не совсем поняли, что там происходит. И джунгари тут решили действовать, так сказать, наверняка. А как пошло развитие событий, они уже исходили из того, какая информация к ним поступала. Тоже это отражено в маньчжурских документах. Вот мы поговорили с этим, поговорили с тем, и они объяснили, где что происходило, какие загрязняющие действия производились в отношении школы Гилук. Да, кстати, тут еще один такой момент. Все-таки каждый политический игрок там того времени четко отличал. Учение Тунхава отдельно, Далай-лама отдельно, Панчен-лама отдельно. То есть этот момент тоже очень важный. И, как бы сказать, это действительно играло свою роль. Просто вот мне кажется, это вот эта вот история вообще известна сейчас, вы, наверное, слышали, да, вот про Чугдена. Да, Это же как раз в тот момент произошло, вот после пятого Далай-ламы. да, да, да. Пятый Далай-лама известно, что он был много его практик, то есть он был сам, по-моему, выходец из Нигма, его, по-моему, родители были Нигма, школа. Да. Когда его признали Далай-ламой, он стал, естественно, Гелук лидером, да, вот, но тем не менее он очень тесно поддерживал связи с Нигмой, многие практики он практиковал, и да, он держателем каких-то линий нигматинских является, в общем, там, преемственности. Вот, и это многим не нравилось гелукпинцам, которые были за чистоту при пятом еще, но так как пятый, он был очень сильный лидер, при нем это сильно не было, как бы, ну, не проявлялось, по крайней мере, никак. Вот, и вот эта история как раз при пятом и возникла с этим Шульденом. Вот, видимо, он был представитель тех, кто типа за чистоту, якобы там, да, в кавычках. Вот, и
вот это противостояние, в общем, оно тогда возникло, может быть, на основе этого и потом эти события повлекло уже после смерти Даллама уже пятого. Вот, ну вот это для меня не совсем непонятно, что там происходило и почему джунгары, вот они эти Нимэ монастыри разрушили, сложно, сложно мне понять. Да, ситуация тогда была комплексная такая, не совсем понятная. Я думаю, даже сами те, кто тогда взаимодействовал, те же самые джунгарские лидеры, тибетские лидеры, они не вполне понимали, так сказать, в итоге, что происходит, к чему все ведет. Да даже, как пишут же источники, тот же самый Панчен Лама в своей биографии написал, что даже Алхазана убили просто потому, что его не узнали. То есть иначе там могли бы взять плен, как-то провести переговоры. Ну, произошел бой, и как бы он был одним из рядовых, так сказать, участников. Ну, так получилось. А у Шкапа Поэтому по-другому написано. у Шакабы, У Шакапа написано, что сначала они дали бой перед Хасой, там где-то в открытом поле, ну это да, потом он вступил в Паталу да, с какими-то остатками войск, и в Патале он в осаде сидел какое-то время. да, А да. потом он решил уже, ну, до конца биться, и вот он вышел и в бою погиб. Вот так Да, написано. сделал вылазку, вот, Да. и произошла около Паталы сеча произошла. Да, но Панчен говорит, что джунгары его не узнали, мол, иначе они его не убивали бы. Но он пытался как-то Мгм. вот занять такую миротворческую позицию, что его не хотели убивать, но так получилось. Вот. То есть я хочу сказать, что тогда, видать, события шли одна за другой, и, знаете, это еще в работе этого, мне эта работа упоминается, работа, не могу вспомнить, это тибетского автора, он был современником тех событий. Вот, работа очень сложная для перевода, очень сложная для перевода, и Ну, а тибетском? да, на тибетском, да. Сейчас я, ну, я сейчас листать не буду, просто я на нее тоже ссылаюсь. Вот, я пытался там отдельные места понять практически нереально, но там даны буквально диалоги Мгм. между джунгарами и тибетскими солдатами. Мгм. Вот. И понятно, что там, знаете, вот даже чувствуется вообще, люди бились, не совсем понимая, что происходило за пределами вот этого конкретного боя и вообще к чему все идет. Вот. Я думаю, как раз таки это был в какой-то смысле подходящий период для возникновения культа Шугдена. Вот. Санам Драква, правильно его, кажется, звали так? Вот. Геоцен, как по Геоцен, по-моему. Драква Геоцен, да. И, Не, он при жизни Далам еще пятого он возник. ну да, А, не, там, в я, общем, ну, это то, что, ну, как бы, как я слышал, да, что вот он был такой монах, который претендовал там то ли, чтобы его признали каким-то очень высоким ламой, в общем, я не знаю. В итоге там, не знаю, там кто, окружение дал ламы или кто, в общем, его умертвили. То есть он очень такой был, видимо, настойчивый, он прям пробивался, очень сильно хотел всем доказать, что вот он перерожденец какой-то там очень высокий. В итоге, ну, там такие мистические истории с ним связаны. В общем, там по факту его умертвил кто-то из окружения дал, возможно, или кто, непонятно, в общем. И в итоге он переродился, выродился в этого духа. Вот, потом этот дух начал вредить всем. Вот, и считается, что пятый Далай-лама специально составил специальный текст, который усмиряет этого духа и делает его защитником. А, и с того времени посчитали, что вот все, теперь он усмирен, и теперь можно на него как защитника полагаться. И вот это до настоящего времени так считалось очень многими в традиции Гелук, что это как бы усмирен Далай-лама. На самом деле сейчас по новой версии, считается, что он нарушил свои клятвы, то есть во время усмирения обычно, как это считается, что вот этот дух дает там большому ламе реализованному, допустим, да, йогину, какую-то клятву, что он не будет вредить живым существам, не будет вредить там школе этой, да, которую он должен защищать, или там линию эту должен защищать, да, вот. Он дает клятву, и вот силой этой клятвы он как бы сдерживается. А сейчас считается, что он эту клятву нарушил, поэтому очень опасен. То есть еще хуже стало, да, вот. Поэтому это как раз вот с того времени, то есть это с пятого Далама еще. При жизни было ну, это все. да, это, по-моему, написано в его первом томе биографии про Шугдена. Вот. Вообще сложный вопрос, он очень комплексный. И действительно,
ведь тогда были и люди, и силы, которые подобные вещи могли разрешать либо запрещать, правильно? Вот, даже если Далай-лама, скажем, я не знаю насчет 13-го, но обвинения шли в сторону 14-го Далай-ламы, что он запрещает как бы вот этот культ, да? То есть Ну, то, так и есть. что... Да, но я к тому, что если Далай-лама запрещает, то это имеет реальное влияние, правильно? То есть если бы не считали бы с его мнением, то протестов бы в целом бы таких масштабных не было бы. Но это сила, которая влияет на силу Шугдена. Получается так. Соответственно, когда и император в свое время запрещал те или иные инкарнации, это тоже сила, которая была сопоставима в каком-то смысле, получается, с которым приходилось считаться с этой силой. Вот. Поэтому действительно там много мистики. Вот. Но я хочу сказать, период Джунгара, видимо, вот этот вот получило новое дыхание. Культ Шугдена получил новое дыхание. По крайней мере, появилась возможность говорить, что у школы Гелук не все так хорошо. Еще я в какой-то биографии какого-то из настоятелей Гаманга, вот как раз, по-моему, то ли джунгарский понял сам Пунцок или Донджу Гяцо. Кто-то из них, в общем, был, когда настоятель Гаманга, ну, бывший уже настоятель в тот момент был, он уже сложил полномочия. Шестой Далай-лама умер, Цян-Гяцо, новые нашли перерождение в Литанге, да, в Литанге, в Каме. Вот, но какое-то время то, что его нашли, хранили в тайне. Потому что и когда он ходил в Хасу, ну, как это, седьмой Далай-лама, да, В город уходил. Да. ну, когда он там то ли в Хасе, то ли где-то был, они опасались, там прям так и написано в этой биографии, что бывший настоятель Гаманга, чтобы его не узнал, хотя откуда он его мог знать, да, он боялся, что он его узнает, потому что они боялись, что джунгары, если узнают, то может плохо быть ему, седьмому Далай-ламе. Ну, то есть тот, который Цянгяцу перерождение считается, потому что у них-то своя версия была, то Далай-лама, да, вот, и что такой момент тоже есть в биографии. В 1710 году, если не ошибаюсь, скончался Дондук Гецо, хан, главный лама у Аюки, который за 25 лет до того, в 1685 году, он ушел из Волги от Аюки к Галдану, Башакту. Обратно. Нет, он ушел в Джунгарию. Да, а И потом Тибет. оттуда, да, потом в Тибет пошел, да. И он был там как раз, когда туда прибыло посольство Арабжура в 1703 или 1704 году. Вот. А ведь он был калмыцкий лама, и вот эти огромная делегация калмыцких лам, кстати сказать, на мой взгляд, до сих пор, ну, в каком-то смысле можно даже так сказать, до сих пор те потери лам, которые понесли тогда из-за того, что тормознули посольство Арабжура в Тибете, ну, я имею в виду в Китае, да, оно сказывается, исторически сказывалось на калмыках. Так вот, он же встретил своих, получается, бывших подданных лам, и это было 1700, начало 703, 4, 5 года. А в то время Цанян Гецо, он реально уже, ну как сказать, был представлен, правильно? Это была сила. Он же начал терять силу после того, как погибнет Десрит, который его взрастил, получается. Это все первый год 18 века, когда Дундук Гецо действительно находился в Лхасе. И по факту, да, скорее всего, возможно, они где-то и раньше пересекались. Хотя маловероятно, ведь он вырос там в неизвестности и сразу стал Далай-ламой. Ну да. Ну, какие-то моменты есть, наверное, там тонкие, которые пока мало известны. Может, какая-то информация была. Мгм. Ну ладно тогда. Если по поводу еще вопросы, может, есть из библиотеки. Слышно, да? Да-да. Вот я раньше, когда еще в 90-х годах в интернет заходил, была информация о том, что как калмыки, вот, впервые появилось это слово калмак, это еще времена тюркского каганата, восточно-тюркского каганата, запад-тюркского каганата, когда был, 10 тысяч тюрк-шатов ушли и приняли ислам, или, ну, ту веру, которую, или ислам, или мусульманство, короче, я не знаю это. Но
тех, кто остался на той территории, они назвали калмаками, оставшись в своей вере. Ну, вот тенгрианство тогда было, наверное, да? Или что? И вот я вот такую дату и такое это читал, что 10 тысяч тюрк шатов, вот я не знаю, там это были кибитки, юрты или семьи были, вот такую информацию. И второй еще вопрос у меня такой. Когда там говорится про подношение, когда Зая Пандита Далай-Ламе подношение сделал, и когда Далай-Лама сказал, что такого подношения ни до, ни после никто не будет делать. Когда Зая Пандита с берегов Волги приехал и 11 тысяч лянов серебра поднес. Везли их на 110 верблюдах, когда там один мешок потеряли, там в Тибете загнал и вернул. И точно такая же история, когда Галдан Бошуктохан поехал в Тибет, и отец его тоже так же нагрузил. Вот я не пойму, это один и тот же, или же два этих разных этих было? Там тоже 110, 11 тысяч лянов серебра, когда Башуктохан, отец его послал. Ну, на самом деле, ну, во-первых, по первому вопросу, значит, как я уже говорил, да, это слово изначально уйгурское, то есть, ну, тюркское получается. Вот, просто оно хорошо прослеживается в уйгурских документах, в источниках, имею в виду. И все-таки изначально смысл был такой, можно сказать, стандартный. Те, кто остались. Вот там даже, если не ошибаюсь, у Малова приводится текст из источника того периода, примерно 9 века, кажется, если не ошибаюсь. Там написано про оставшуюся женщину на прежнем стойбище. То есть она просто осталась. Вот. Это причастие, использовано к ней. Потом это слово получало самые различные, так сказать, смыслы, коннотации. И, вероятно, в районе, может быть, 9 века, 10 века, когда уйгуры после разгрома из Каганата в середине 9 века прибыли в Синьцзянь будущий, вот, тогда уже это слово стало, видимо, все чаще использоваться именно как особый социальный термин. И, скорее всего, ко времени династии Ляо, когда Юлий Даши прибыл туда, это 12 век, там это слово наверняка уже использовалось по отношению к уйгурам. Таких документов, пока мною, например, я их не видел, такие документы, но по контексту, возможно, к тому времени это уже существовало слово. Ну и, безусловно, к моменту движения туда айратов, это уже 13 век, оно уже было известно как топоним. То есть это было уже не столько этноним, сколько топоним в первую очередь. И в китайских источниках так и они и прозываются, что это были, так сказать, те, кто жил, это как бы калмаки. Что касается второго вопроса, я не знаю таких источников, может быть, Вишесанал знает, вот в отношении того, чтобы Далай-Лама V писал, давал оценку такую в отношении деяний Зая Пандиты. Вот. Галдан Бошокту тоже мог в свое время представить, наверное, такие дары, особенно это историки относят это к периоду захвата Восточного Туркестана, что там он собирал много денег. Якобы за это ему и дали титул Башактохан. Ну, я затрудняюсь сказать сейчас. Я все-таки, во-первых, я не помню, что мне встречалась была такая у меня информация, и специально эту тему не изучал, поэтому я затрудняюсь что-то сказать. Вместе с тем я не исключаю, что такое могло иметь место быть, да. Можно? Ушел Норбо, по-моему, там написано. В общем, Зая Пандита очень много, он подношений возил в Тибет, потому что хватало в тот момент, как расстроилась, по-моему. И, ну, насчет там, что до этого или после этого, не помню, но Пятый Далай-Лама, он был один из учеников Зая Пандиты. То есть, когда Зая Пандита учился в Тибете, Пятый Далай-Лама еще был молодой совсем. И когда он принимал полные монашеские обеты, есть такая, как бы, ну, в буддизме
чтобы передать полные монашеские обеты, нужно 10 полностью посвященных монахов. Ну, в лучшем случае 20, потому что 20 посвященных монахов должно быть, или 10 хотя бы, которые передают обеты, собственно, новым монахам, гелонгам. И для принятия обетов передачи обета пятого Даллама был приглашен также Зая-пандита, то есть он в эту десятку монахов входил. А в традиции буддийской считается, что те, от кого ты принимал монашеские обеты, они твои учителя. То есть те 10 монахов, при которых основной его настоятель, от кого он принимал обеты, был Панчаламас, естественно, но вот эти 10, они считаются тоже теми, кто как бы соорганизаторами, да, кто передает обет. И поэтому он их должен всю жизнь почитать, тот монах, который от них принимал, он должен почитать как своих учителей. Поэтому, естественно, пятый Далай-лама также он уважал очень сильно Зая-пандиту, как одного из тех, кого он принял обеты монашеские. Вот, и когда Зая-пандита в последнюю уже свою поездку, он тоже вез подношения в Тибет, с караваном перемещался, и по дороге он ушел из жизни, то его тело привезли в Тибет, кремировали, я не помню, или бальзамировали, но я не помню, там как с телом поступили. В общем, но там специально прям заказывали службы, и пятый Далай-лама лично он распорядился, чтобы создали серебряную статую одного из его своих, получается, учителей, и он составил молитву, там прям Шонорбу, она приводится, этот текст этой молитвы, который составил пятый Далай-лама о быстром перерождении новым Зая-пандиты. Когда он пришел в Тибет учиться, ну, так как он был тоин, то есть он был знатного происхождения, получается, приемный сын, да, хана Джунгари. Вот, поэтому в Тибете это очень часто практиковалось, что многих высоких происхождения монгольских монахов признавали перерожденцами. Но среди айратов самих, ну, хотя он Хутухта его называли, да, но он больше как пандита известен. То есть Зая пандита, Рабджамба Хутухта, да. Вот. Почему Хутухта? Потому что в Тибете он был признан перерождением, то ли чуть ли не Васубандху перерожденец. Но это тоже не точно. У Шонорба написано, что как бы он намекал, то есть не намекал, а есть основания, что сам Зая Пандита говорил, что он раньше в Индии пандитом был, то есть он в прошлых жизнях. Вот. А кто именно, он не сказал. И подозревают, что это был Субандху, якобы. Но это так, на уровне догадок. Вот. Но это вот такая история. Вот. Поэтому, естественно, Зая Пандита он очень много. Там вот это как раз у Шонорбо тоже есть в биографии его, это мы как раз изучали, вот, когда в Калмыкии был. Биографию за бандиты, вот по этой книге, по Шонорбо. Он пишет, что там такой очень интересный факт из его биографии был, то, что когда он давал учения, также он и Хахаса учил, то есть хахасские его князья приглашали, он там учения давал. И когда он предложил ему большие вознаграждения за его как бы старания, да, он сказал, что не нужно мне никаких ну, там, лошадей, скота, там он ему предлагал, что хочешь, проси, он ему сказал. Он сказал, мне ничего не надо. Единственное, что я хочу попросить, это вот чтобы ты разрешил своим подданным принимать обеты однодневные, чтобы они практиковать могли учения, переписывать сутры спокойно, как бы, да, не препятствовал, чтобы этому. Вот это единственное, что моя просьба. И тогда он еще больше, как бы, так сказать, зауважал Зая Пандиту и поднес ему там какие-то большие табуны, там, лошадей. Вот. И в итоге Зая Пандита весь этот скот продавал, обменивал на серебро, получается, и отвозил в Тибет, подношение делал, в общем, для целей религии, в общем, для развития религии. Вот. Ну, вот это известная история. Это вот у него биография написана. Вот. Ну, что за Пандит? У нас здесь есть еще один вопрос, по-моему, Санджи, да? Да, вот. Руку поднял. Так, слышно меня? Точно? Да, но не видно. Может, вы включите память? Не, просто я тут 10 раз микрофон включал-выключал, и никак не могу понять, звук идет или нет. Если видео, боюсь, будет затор тут с Ну, передачей хорошо, данных. задавайте. Санджи, В общем, я не знаю, как лучше задать по порядку или сразу все вопросы. Ну, давайте по порядку. По порядку. Ну, давайте первый вопрос. Вот говорилось о том, что этноним, нет, сначала не этноним, а термин калмак, который стал
топонимом, да, местом, местность, название местности, что, во-первых, это уйгурское слово, но вообще это же тюркское общее, да, слово. Во-первых, я хотел бы спросить, можно ли как можно точнее очертить географически место это? И откуда взялось утверждение, что айраты, которые в 13 веке вышли из там, территории Восточной Тувы, что именно они назывались калмаки там, в Западной Монголии или где-то в Северном Синьцзяне? Ну, слово действительно, во-первых, уйгурское, оно общетюркское получается. Почему привязано к уйгурам? Потому что по документам пока они обнаружены самые ранние, это уйгурские документы. Вот. Что касается топонима либо этнонима, тут я вот делаю предположение, что, как правило, местности, где проживает народ, так или иначе отличающийся от окружения, эти местности получают определенное название. И частые случаи, когда местность называется согласно народу, который там проживает. Вот. Поскольку там жили народы, отличные религиозно от других, хотя они были родственные, они были тюрки и те, и другие, мусульмане, и вот эти буддисты. К тому времени уйгуры уже приняли буддизм в Синьцзяне, в будущем Синьцзяне. А Вот, к какому это то времени? Какой период говорится? в 840 году был разгромлен их каганат. Угу. И они стали довольно быстро перемещаться в сторону Синьцзяня, а именно Турфан, Уча, Ганьсу. Вот примерно вот эти три региона. Иначе говоря, один был на севере, севернее Тяньшаня, два были южнее Тяньшаня. Южнее и несколько восточнее Тяньшаня. Вот. И там они, туда ведь они прибыли, будучи язычниками, будучи отчасти манихеями и будучи отчасти буддистами. Там на месте эти известные города Кашгар, Катан, Турфан, Куча, они были уже буддийскими регионами с очень мощным буддийским населением, еще начиная не позже, естественно, 3 века, когда там родились известные переводчики, в том числе известный Кумараджива. Вот. Это было сакское население, сагдийское население, то есть это были, скорее всего, ираноязычные народы. И среди них преобладала школа Сарвастивада. Соответственно, это все отражено в китайских источниках периода Тан, периода особенно Сун. Вот. Тан пала в начале X века, Сун, соответственно, тогда стала становиться в том же веке. И вот когда уйгуры прибыли, то в этих же китайских источниках отмечено, что они стали очень быстро, Малякин, кстати, который переводил источник, он это особенно отмечает, что достаточно быстро уйгуры стали буддистами. И они стали настолько мощными буддистами, как сказать, мощными, настолько верующими буддистами, что они даже организовывали походы на мусульманский регион Мавера-Нахра. То есть они шли уже туда, в западный Монголистан, ну, не Монголистан, но вот западную часть Чагатайского каганата, Чагатайского улуса. И уже тогда уйгуры стали обозначаться как наиболее опасные враги для мусульман. Собственно, даже Тамерлан. Вот эти походы, это какой период? Ну, это было примерно 100 тысяча нулевые годы, 1100-е годы. Угу. Ситуация продолжала оставаться. Как? При киданиях? Ну, сам даже Ерюдаши, он двигался, когда его давили джурджени, и когда он продвигался в сторону, ну, сюда, в западнее, он встречался с уйгурскими правителями, и они на радостях, можно сказать так, дарили ему, не дарили ему, давали ему даже своих заложников, когда он проходил через их земли, с их поддержкой туда западнее уходил.
И тут, вероятно, то, что они и те, и другие были, в общем-то, буддистами, это их тоже сближало. Ситуация такой же продолжала сохраняться вплоть до Тамерлана. Вот к эпохе Тамерлана, да даже раньше Тамерлана, несколько раньше, в эпоху Туглук Тимура, о котором я говорил, да, это середина, не середина, точно вторая треть XIV века. Уже тогда было понимание, что это регион, где живут калмаки. Например, Тарихи Рашиди, пусть это середина 15 века источник, 16 века. Тем не менее, пишется про этот регион, что это там жили калмаки. И сам Туглук Тимур вырос среди калмаков. Вот. А это было время еще до Чоросской династии. Это 1330-40-е годы. Мы сейчас говорим, за 100 лет там уже жили калмаки. То есть, как только пришли туда уйгуры, они стали буддистами и стали калмаками, я так понимаю, да, из всего этого? Грубо говоря, да. То есть не то, что как только туда пришли, там уже жили буддисты, но тогда еще не было вторжения ислама туда, в эти регионы, такого насильственного. Это все случится уже, когда уйгуры будут там находиться, уже когда они быстро примут, видимо, в течение 2 поколений они приняли. А это начало X века получается. Они приняли ислам. Ну, то там есть еще... ислам туда пришел в X веке, и в X веке они стали калмаками. Да нет, да нет. Ислам туда пришел еще в 750-х годах, когда произошла битва на реке Талас, известная битва. С одной стороны, когда арабские воины были, с другой стороны, танская династия, танские войска стояли. Вот, это середина 8 века. И ислам к тому времени уже закрепится в том регионе, я имею в виду западнее Таласа. Но постепенно именно вот кочевники, которые продвигались в сторону запада, например, те же самые караханиды, родственные, кстати сказать, уйгурам народ, он начинает принимать ислам. Вначале его западная часть. Потом они захватывают Хатан. Они захватили Хатан. А это уже предгорье Тибета по факту получается. Вот. И вот эти вот караханиды уже там в Хатане, они укрепились именно вот с точки зрения своего религиозного влияния, имея в виду исламского влияния. Поэтому нельзя говорить, что ислам там появился в X веке. Нет, он появился двумя веками ранее. Я сейчас говорю именно в том контексте, когда уйгуры стали проявлять себя как защитники буддизма. По факту было только 2 народа в том регионе могут себя явить и говорить, что они были, так сказать, защитниками. Это уйгуры, которые действительно бились за ислам, то есть за буддизм, и которых в мусульманских источниках называют как наиболее опасные враги ислама. И позже это айраты. Те же самые чаросы. Судя по всему, они как раз таки родственно были связаны с уйгурами. То есть это мое, так сказать, предположение. Просто общеизвестно, что они были тюркского происхождения. Это общеизвестно. Вот. Но вот, я полагаю, что, скорее всего, таки уйгурского, видимо, они были происхождения. Ну, завязаны были все равно как-то на уйгуров. Ну, термин Вот. Санджи, у нас еще много вопросов, просто у нас здесь тоже есть желающие задать вопрос. Я даже первый вопрос не закончил. Ну вы тогда придержите их, сейчас мы тоже спросим, и потом к вам будет. Ну, давайте, подожду. Алексей Бачаев. Да. У меня к вам вопрос по поводу этнонима Айрат. Вот, нас называют лесными народами. Мне ближе бачуринская версия, вот, то, что близкий, ПРД. И в монгольском языке слово ойра это тоже близкий. Ну, есть еще версия, что это финно-угров, что койра это пес, собака. И не было же среди монголов, среди айратов племен, которые брали название по месту проживания. Чингисхан же не был кируленцем, анонцем, хангайский. Вы знаете, например, Иисус Христос, его называют в Евангелиях как галилеянин. Он галилеянин из Галилеи. Понимаете? Например, народы Сибири, они называются пореком. Например, народы Алтая, народы Хакасии, народы Горной Шории. Их называют буквально даже в начале 20 века они себя называли согласно рекам. Там мы чурцы, мы катынцы и так далее. Это было, есть, в каком-то смысле до сих пор это есть. Вот.
я уже не говорю про другие известные, так сказать, это аронимы, да? Не аронимы, это название согласно гидронимам. Но мы сейчас не про реки говорим, мы сейчас говорим про топонимы. Кстати сказать, вот речные как раз таки гидронимы, то есть водные, да, названия, они более устойчивы, они долго сохраняются. Вот. Каспийское море, при желании мы его узнаем, когда про него будут говорить, как Хвалынское море, допустим, как даже Бакинское бывает, иногда даже его даже русским почему-то назвали морем. То есть Каспийское это как бы показывает его, ну, фундаментальность название, что называется. Что касается топонима, вот Калмак, да, все-таки это у меня такая гипотеза. Я сейчас не утверждаю, что это окончательная истина и прочее. Вот. Но судя, по крайней мере, по известным на сегодняшний день документам, можно допускать с большой долей вероятности, что название в начале, это слово появилось в этом регионе как этноним, которое довольно быстро стало топонимом, и оно, как видим мы на карте, сохраняло это название, какой-то период сохраняло. Например, конечно, вот прямо таких, у нас нет таких источников, где было бы написано, вот прям буквально по-русски, это место называется Калмак. Но в текстах, которые написаны на турке, которые написаны на другом каком-то, допустим, на чагатайском языке, да, то есть в тюркских текстах, там написано так: страна калмаков. И это можно также прочесть как страна Калмак. Понимаете? И так можно Это не мой вопрос. прочесть. Мой вопрос. Это был мой вопрос. Да. В А. какой версии вы больше склоняетесь? Айрат – это близкий, родной, от слова «верда». Да, что касается айратов, да. Либо лесные народы. Конечно, и та, и другая точка зрения, они имеют свою, так сказать, правду, но я считаю, что это именно исходит от слова смысла, несет смысл союзники. Да, Вот. мне тоже. Да. Спасибо. Лесной народ это, в общем, я за вот это точку зрения. Ну, я очень надеюсь, что в каком-то ближайшем будущем мы сможем общаться уже воочию, так сказать, уже не онлайн. Вот, я действительно надеюсь, что история айратов, она будет всегда интересна нам, будет интересна нашим потомкам. Вот, и пока мы, айраты, живы, пока мы помним и свою культуру, и свое прошлое, и верим в свое будущее, вот, до тех пор, конечно же, мы не пропадем. Вот, мы не пропали за все прошедшие века. Именно буддийская культура, именно буддийская идентичность помогала сохранять нашу айратскую идентичность. Остальные айраты, которые уходили в тот же ислам, допустим, как это было в Персии, да, в течение 13 века, они пропали там, они растворились в этой огромной массе мусульман Среднего и Ближнего Востока. Они уже не помнят, кто они. Но вот мы помним, мы сохраняем память наших предков, и вот это очень важно. Поэтому я также еще надеюсь, что работы по нашей истории, по нашей культуре, по нашей религии еще будут выходить, и мы будем встречаться с этими авторами, и вот будем надеяться, что так оно будет настолько долго, насколько это возможно. Спасибо вам огромное за ваш проявленный интерес, за то, что вы уделили время. Мне было тоже, как я говорил, очень приятно пообщаться, вот, увидеться, так сказать, со старыми друзьями. И действительно тогда до новых встреч, до новых знакомств, общения. Да, у нас Спасибо вот еще раз вам. мы сегодня базируемся в библиотеке из Суйвана. Как всегда, да. Суйвана хочет пару слов сказать. Во-первых, мы помним вас, когда вы представляли свою книгу «Священный Тибет и воинственная сеть». Да, вы были молоды, вы были со своей супругой, стесненные молодые люди, и тогда мы за вас волновались. И вот сегодня, читая вашу книгу, и когда вот вы
сегодня так представляли книгу, и я понимаю теперь, почему у вас такое поэтическое предисловие. Вот мне сотрудница почитала посвящение и сказала, такое посвящение поэтическое написал ученый. Мы рады всем вашим успехам. Мы вас ждем в октябре, или как вы пожелаете, да? Ну, как сможете, назовем. Вы тем более преподаете, это очень связывает. И в 2025 году будет у нас буддийский форум. Мы надеемся вас видеть, наверное, ну, это уже от организаторов. Но в рамках форума мы будем делать зал, где будут лекции по буддизму. И мы, конечно, хотели бы все ваши лекции, может, что-то вы хотите специально начитать для молодых, непосвященных, но мало знающих историю, тем более таким доступным языком, как вы делаете. Мы надеемся ваши лекции видеть вот на этой территории. Спасибо вам, удачи. Спасибо большое за пожелание. Спасибо большое.